Мы стали жить хуже и хуже. И это продолжается много лет. Мы стали зависимы от этой власти. Мы стали зависимы своей бедностью. Унижение бедностью – это многовековая практика. Это инструмент подчинения людей. Беда эта в нас самих, потому что ждем милости для себя. Ай, таван, ай, таван. Епле таванес бурнан, камасаван, мне шанан. Чем кышт, кичегес, баян. Камасаван, мне шанан. Чем кышт, кичегес, баян. Аюй таван, Кичем кынайет баян, Епчителе зерщин баян, Эскаш кичем теме хаян, Епчителе зерщин баян, Эскаш кичем теме хаян. Салам, салам шиштереми бына, Вацукна тере волманай. Салам, салам шиштереми бына, Вацукна тере волманай. Ай, хай таванмай, таван. Ай, таванмай, таван. Ай, хай таваном, ай, таван. Эстерезе мана ятлан, Уйтма пыльмеренчер, кашар, Утла тюркес, челге, шавар. Уйтма пыльмеренчер, кашар, Утла тюркес, челге,
var. Ay uyduvanım uyduvan, esil Kur'an'dayım duyan. Şu hatırımı şamrıklıka ayan tıvan yalanlığa. Şu hatırımı şamrıklıka. После дойки вымя козы Василийский я мою, чтобы молоко не оставалось и запах не привлекало мух. Вот мочалочкой, чистой водой, как перед дойкой чищу и после чищу, после завершения дойки. Это чтобы люди знали, понимали. Вот так вот. Спасибо, Василиса. Молочка нам дала. О, молодцы, приходите. Сейчас я вас накормлю. Иди сюда, иди сюда. Василиса, ты уже кушаешь. А вот мои козлятки ужинают. Но они паслись в поле. Вечером после дойки их мама Василиса, я еще даю им зерна. Вот упаковка, вот баночка, вот она. Одна. Там, значит, пшеница, немножко овса, немножко ячменя. Вот. Хочу, чтобы они росли крепкими, сильными, потому что этим козляткам скоро зиму зимовать, и они должны быть готовыми к этой, как бы, борьбе с холодом. Ну вот они дружны. Вот одна доминирует над другой, а другого места маловато. Но, тем не менее, у них идет борьба, чтобы покушать. И если бы только одна была бы, то бы одна плохо ела. А так как их два козленка, они за еду борются, кто сколько больше скушает. Видите, как пылесосы. Ну вот пусть они едят, а мы уходим тихонько. А Василиса тут дожидается. Че, Василиса, скучаешь по детишкам? А вот ее детишки-близнецы Лиза и Зорька живут вот за этой решеткой. Там у них помещение. Это, в общем-то, бывший у меня это вот помещение предбанника. А дальше вот за решеткой была кочегарка. Печь от бани в глубине земли на метр, ниже пола. И парилка была отменная у меня. То есть в бане, в парилке ничего не топилось, топилось здесь. Ну, теперь я настелил новые полы. И тут ничего не видать. Новые полы. Печь не разрушил, не поломал. Так оно и стоит. Ну, а здесь немножко я храню сено для кролика. Вот Василиса у меня. А вот кролики у меня тут живут. Точнее, не кролики, а крольчиха. Но она так и не могла забеременеть. Видать, она старушка и уже не способна. Значит, надо ее отправить на мясо и завести новых рычаг молоденьких.
Крольчиху мне подарили на 9 мая. Привезли из Марпасада. Ну вот. Сказали, что она беременна, но оказалась не беременна. Мы ее пробовали отводить самцу, но толку не было, не получилось у нас развести. Он выглядывает. Чего, Василиска, ждешь, детишек своих ждешь? Сейчас они выйдут, покушают и выйдут. Вот это Василиска. Я ее купил в прошлом году. Козлики и козочку. Новорожденных в мае месяце. В то время заплатил по 700 рублей за каждую. Вот она принесла приплод 2 козлят, юных девчонок. Вот этих девчонок вы видели. Вон они крепкие, сильные. Василиса. Вот молодец. Василисенька. Кормилица ты наша. Кормилица. Да. Ну вот, козлята ее успели ее молоко высосать. Молоко я немного получил, ничего плохого я там не вижу. Пусть питается. Я сказал, что им зиму переживать, значит, материнское молоко им ничто не заменит. Но они и траву щиплют, едят. И скоро, наверное, их надо будет тоже подвести козлу, и чтобы они также к марту месяца нам родили еще, принесли приплод. Ах, Василисенька моя, родненькая. Василиска, Василиска, посмотри на камеру, посмотри. Вот, посмотри на камеру. Ай да молодец. Не хочешь, не нравится? Ну вот там зачесался у них. Молодец. Ну вот, козлятки поели. Ну что, выбирайтесь. Давайте, все, молодцы, покушали. Все, уходим. Все, молодцы, поели. Лизонька, иди. Лизонька. Вот, Василисины дети на ночь уходят здесь, под эту решетку. Там им лежаки. Ну а на этом месте, на этом лежаке уже мама Василиса ночует. Вот как-то так. Когда-нибудь мы все уйдем, прикрыв тихонько двери. Ничто с собою не возьмем, оставим все для веры. Если ты родился жить, ты пройди все ветры, чтобы сломленным не быть. Чему ты должен верить? Верьте все в красивое, верьте в чудеса,
Чтоб понять вечное, верьте в небеса.